Этот форум – настоящий рай для гурманов, чего стоит одна продукция, представленная нашей республикой. Как обычно, экспозиция Ингушетии вызвала интерес и ажиотаж. Гости форума только и успевают пробовать и перерывами хвалить продукцию за высокое качество и вкус. Похоже на говядину. Вкусная. И чтобы животное питалось хорошей травой на каких-то лугах. Экологически чистая продукция. Да. Я бы купил кавказскую. Почему? Потому что там сохранились старые традиции. Там к мясу относятся очень добросовестно, трогательно. И, так сказать, не привыкли переводить его неизвестно на что. Если готовят, то относятся очень добросовестно. Вот поэтому даже я считаю, вот у нас в средней полосе, где русское население, допустим, многие уже забыли вкус баранины. Масса предрассудков, что это малодиетическая пища. Это неправильно, конечно. Ну вот надо бороться с предрассудками, прежде всего свое. На стенде Минсельхоза Республики представлены инвестиционные проекты региона, направленные на импортозамещение в сфере сельского хозяйства. Сад-гигант Ингушетия, птицекомплекс Южный, агрохолдинг Сунжа и многие другие. Более 80 наименований продукции, начиная с фруктов и заканчивая мясной продукцией. Ингушетия представила на ярмарке не только достижения в сельском хозяйстве, но и знакомит гостей форума с культурой ингушского народа. На площадке выставлены изделия декоративно-прикладного искусства. Особый интерес и восхищение вызвала ювелирная работа с шоколадом. Я привезла шоколад 29 видов и конфитюры 8 видов. Это новый сорт. Шоколад больше привезла, чем в прошлом году. 18 новых видов шоколада мы запустили. Сзади у нас башни, наша ингушская красота. Чистый шоколад, работа, это ручная работа. Она делалась 12 дней. Тут у нас невеста, жигит, малые и большие боевая башня. Это черный шоколад, внутри белый шоколад. Так, все съедобно. Это все чистая продукция, без пальмового масла. Это шоколад наш ингушский. Марка, бренд Ингушетии. Ежегодная осенняя выставка «Золотая осень» собрала ведущих аграриев со всей страны. Свою продукцию в столицу привезли почти 50 регионов. Сельхозпроизводители со всех концов страны показывают лучшее, чего сумели добиться. Вот и Ингушетия продолжает покорять. Интересная представленная экспозиция. Очень интересно, что у вас кроме аграрных достижений, да, там фрукты ваши, яблоки, еще что-то, представлены также и творческие вещи, такие как картины. То есть это показывает такой более широкий обзор того, что есть в республике, и с чем можно познакомиться здесь. И, наверное, хочется приехать и познакомиться лично уже на вашей территории. Кавказские республики всегда очень красиво, ярко и шумно представляют себя. И нам очень приятно, что рядом с нами Республика Ингушетия. Нам вас было вчера слышно. Вот, было очень приятно смотреть на ваших участников в национальных костюмах. Красиво, зажигательно. Я даже видела, что тут рядом под вашу музыку танцевали дети. На 20-й выставке «Золотая осень», которая проходит под девизом «Возможности без границ», акцент сделан на экспорт. Только в минувшем году за 4 дня выставки с иностранцами подписали соглашение о поставках российской продукции на общую сумму свыше 3 миллиардов рублей. К слову, в этом году Ингушетия намерена подписать на форуме 29 соглашений. Нам очень интересно семеноводство. В первую очередь у нас проблемы с семенами, небольшие проблемы, от которых надо нам уходить, надо раз и навсегда решить проблему с семеноводством. Вот я вчера проводил беседу с представителем Росагроцентра, на котором мы предварительно договорились решить эту тему республики семенами. Да, как я ранее подчеркнул, конечно, у нас большой интерес к животноводству. Опять-таки, вчера подходили люди, предлагали оборудование, предлагали поголовье. Мы обменялись контактами, и по приезду домой будет дано поручение отделу животноводства, отделу растениеводства для проведения переговоров, для заключения всевозможных контрактов. Договоренности позволят и расширить экспорт ингушских товаров, в том числе в зарубежные страны. Кстати, по предложению руководителя субъекта Юнусбека Евкурова о развитии продовольственной кооперации на базе сада-гиганта Ингушетия в министерстве создадут отдел по работе с малым и средним предпринимательством. Зелимхан Калоев, Гапур Киев, Новости 24.